Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. 10 ноября сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. Мемориальную доску в память о курсантах стрелково-пулеметного училища, погибших во время Великой Отечественной войны на перевале Ишха, открыли в Сухуми. Вот уже несколько лет в Абхазии реализуется программа развития сельского хозяйства. В этом году бюджет программы увеличен до 500 миллионов рублей. 10 ноября сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. В этом году исполнилось 104 года со дня образования ведомства. Этот день – дань уважения и признания самоотверженного труда тех, кто ежедневно стоит на страже закона и порядка, обеспечивая безопасность граждан. В Сухуми прошло торжественное заседание, посвященное Дню милиции. В мероприятии принял участие президент Бадра Гунба. Репортаж Шазины Ханагу. Товарищ министр внутренних дел, ветераны, личный состав Министерства внутренних дел для проведения возложения, посвященного Дню милиции, построены. Начальник управления по работе с личным составом полковник Стерлигов. Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте, товарищ министр. Поздравляю вас с Днем сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия. Торжественное мероприятие в честь 104-й годовщины МВД Абхазии началось с возложения цветов. Дань памяти героям, сотрудникам органов внутренних дел Абхазии, погибшим при исполнении служебного долга, цветы были возложены на Строевом плацу у мемориальной стены в здании МВД. В свой профессиональный праздник сотрудники с иголочки по форме, впрочем, как и в любой другой день. Десятки профессионалов, которые днем и ночью стоят на страже безопасности, приходят на помощь в самых сложных ситуациях. А служба, как в известной песне, и опасна, и трудна. Торжественное мероприятие проходило в стенах Абхазской государственной филармонии. С поздравительной речью к руководству и личному составу обратился президент Бадра Гунба. Глава государства отметил, что органы внутренних дел Абхазии по праву занимают особое место в системе государственных институтов, обеспечивая стабильность, защищая права и интересы граждан, борясь с преступностью. Милиция Абхазии бережно хранит славные традиции, заложенные старшими поколениями. Среди сотрудников органов внутренних дел многие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, проявившие мужество и героизм в годы испытаний. Многие из них отдали свои жизни во имя свободы и независимости нашей Родины. Их подвиг навсегда останется в памяти нашего многонационального народа. Особые слова признательности старшему поколению сотрудников МВД, который неустанно передает свой бесценный опыт молодым коллегам, воспитывая в них чувство долга, ответственности и преданности служению долгу. Сегодня перед органами внутренних дел стоят серьезные задачи: повышение эффективности работы, укрепление дисциплины, совершенствование профессиональной подготовки, внедрение современных методов и средств обеспечения правопорядка. Многое уже сделано, а многое еще предстоит сделать. Государство со своей стороны уделяет и впредь будет уделять особое внимание вопросам материально-технического обеспечения сотрудников и Министерства внутренних дел, и в целом самого ведомства. Указом президента учреждено знамя Министерства внутренних дел. Знамя было вынесено в рамках торжественного собрания. Указом президента заместителю министра внутренних дел, начальнику милиции и общественной безопасности, полковнику милиции Беслану Чикаду присвоено звание генерала-майора милиции. Вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Кеут поздравил коллег с профессиональным праздником, отметив важность работы правоохранительных органов. Благодаря
Вашему профессионализму и оперативности мы усилили меры по борьбе с преступностью и значительно снизили уровень правонарушений. Особо хочу отметить вклад в обеспечение общественного порядка во время ключевых общественных мероприятий от выборов до праздников. Ваша ежедневная работа позволяет гражданам Абхазии жить в мире, растить детей и строить будущее. Мы также активно развиваем международное сотрудничество, обмениваемся опытом с коллегами из дружественных стран, что укрепляет наши позиции в глобальной борьбе с вызовами современности. В этом особую роль играет наше плодородное взаимодействие с Министерством внутренних дел Российской Федерации. Испытанием мужества и преданности служебному долгу, родине и своему народу стал период грузино-абхазской войны. Сотрудники милиции с оружием в руках защищали родину. В послевоенное время предстояла огромная работа по восстановлению правопорядка в Абхазии. Сотрудники милиции поочередно формированными группами направлялись к абхазо-грузинской границе для проведения зачистки. В разное время по-разному все получалось, но было время тогда, когда с тех лет, если мы возьмем, в течение 10-12 лет погибло 9 человек. А вот во время войны так получилось, что во время войны 41, после войны 72 человека погибло. Это цифра страшная, эта цифра очень нехорошая. Но самое главное, что Министерство внутренних дел, руководители нашего министерства всегда делали так, чтобы мы никого не забывали. Поздравления с профессиональным праздником прозвучали и от российских коллег. Этот праздник мужественных, сильных духом людей, посвятивших свою жизнь беззаветному служению Родины, укреплению правопорядка, обеспечению безопасности страны и ее граждан. Уверен, что взаимоотношения между нашими ведомствами будут только укрепляться и развиваться во имя и процветания наших государств. Профессия милиционера – одна из самых сложных, но важных и необходимых. День сотрудника органов внутренних дел – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь служению народу, закону и родине. На торжественном собрании был показан документальный фильм об истории и работе Министерства внутренних дел. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Шазина Ханаго, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Делегация Республики Абхазия прибыла в Женеву для участия в 65-м раунде международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В состав делегации, возглавляемой министром иностранных дел Олегом Барцец, входят замминистра Одиссей Бигвава, сотрудники МИД Лаша Авицба и Артур Гагулия. Главы администрации районов и городов Абхазии продолжат исполнение обязанностей до соответствующих назначений глав администрации в установленном законом порядке. Соответствующий указ подписал президент Бадрагунва. Во всех 10 округах выборы, прошедшие 8 ноября, признаны состоявшимися. Как отметили многочисленные наблюдатели, выборы прошли в спокойной обстановке и показали хорошую явку избирателей. Итоги выборов прокомментировал политолог Беслан Хагба. Вы знаете, когда говорят о местных выборах, это очень важное событие вообще политической жизни любой страны, не только у нас в Абхазии, а в Абхазии тем более. Мы тем более провозгласили, в Конституции записано, что Абхазия – это демократическая страна. Одно из самых главных принципов – это местное самоуправление. И в этом отношении, вот, вы знаете, вот то, что мы провели выборы спокойно, тихо, это говорит о том, что мы учимся демократии и политике большой тоже. Это очень важно для нашей жизни, потому что много чего вообще в Абхазии происходило за последние десятилетия. Много конфликтов внутри абхазском и политическом обществе тоже. Я думаю, что вот то, что прошли спокойно, тихо, это говорит о том, что какой-то, знаете, шаг в преодолении этого кризиса политического был сделан. Это первое. Второе, почему это важно? Мы не знаем. Много молодых кандидатов было. Которые были избраны, которые даже не были избраны, они могут в будущем стать большими политиками, где они получат опыт, как не на этих вот событиях, местных выборах. И в этом отношении, знаете, есть такое в политологии, такое понятие называется рекрутирование. Вот как раз рекрутирование в этом отношении происходит, вот участвуя вот на местных выборах. И в этом отношении вполне возможно, что среди этих участников в будущем больших политиков мы можем увидеть. Потому, знаете, если это привнесет в нашу жизнь, абхазскую политическую жизнь, стабильность, мир, я считаю, это большой успех нашей вот государственности, нашей политики. И в этом отношении проведение выборов – это очень важно.
Мемориальную доску в память о курсантах стрелково-пулеметного училища, погибших во время Великой Отечественной войны на перевале Аишха, открыли в Сухуми. Ее установили на здании гостиничного комплекса на улице Джелия, где ранее располагалось училище. Доску открыли в рамках проекта «Возвращение имени», который проводится в Абхазии с 2016 года. Он направлен на сохранение исторической памяти об участниках войны из Абхазии, поиски пропавших без вести и их родных. В мероприятии приняли участие спикер парламента Лаша Ашуба, исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Татьяна Смирнова, военнослужащие, общественность. Аэлита Арутюнян расскажет подробнее. В день открытия собравшиеся вспоминали юных воинов, сложивших свои головы на поле сражения. Сохранение исторической памяти о курсантах стрелково-пулеметного училища, располагавшегося в здании гостиничного комплекса на улице Джения в Сухуми. С такой целью здесь открыта доска. С приветственной речью к участникам мероприятия обратился замглавы администрации Автодил Сурманидзе, отметив мужество курсантов, проявленное в защите перевала от немецких фашистов. Исторический объект. В 1943 году тут жили курсанты, до 300 человек. Как нам известно, в 1943 году, когда фашистские оккупанты хотели перейти через перевал, через Кубань, через Абхазские горы, именно вот эти вот курсанты наши отсюда, русские, армяне, абхазы, оказали ожесточенное сопротивление, и враг был разбит. Давид Бжаня, заместитель министра обороны, отметил, что этот день переполнен чувством скорби и одновременно гордости. Мемориальная доска как символ неразрывной связи поколений, напоминание о героях, отдавших самое дорогое – свою жизнь за мирное небо. В суровые годы Великой Отечественной войны именно такие молодые, но мужественные люди, как эти курсанты, встали на пути врага. Они были молодыми бойцами, которые еще не успели получить лейтенантские звезды, но уже обладали настоящим офицерским духом. Они проявили невероятное мужество и самопожертвование в тяжелых боях с немецко-фашистскими захватчиками, защищая прибрежные и горные перевалы Кавказа, Кубани. Руководитель международного патриотического проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов поблагодарил главу администрации города Сухум Тимура Аграба за оказанную поддержку. Он также рассказал, что 106 воинов, курсантов стрелково-пулеметного училища, погребены в землях Абхазии, Сочи, Кубани. И вот к нам попали документы, в которых говорится о том, что по приказу командующего фронтом курсанты Сухумского военно-пехотного училища вышли вот из этих ворот и пешком, маршем, дошли до ПСО, вошли в состав 26-й горно-стрелковой дивизии, экипировались, тренировались и под руководством капитана Худобина были направлены на перевал Аишха, где они вступили в бой осенью 1942 года с десантниками и егерями немецкой дивизии Эдельвейс, которые хотели захватить Сочи. Это для нас была уникальная история, и мы стали заниматься этим, и 2 года изучали весь массив 26-й дивизии для того, чтобы найти именно этих воинов, этих курсантов. Подвиг и храбрость курсантов учат людей стойкости, любви к родине и патриотизму. Память о курсантах почтили минутой молчания. Также к открывшейся мемориальной доске возложили цветы. С сентября 1942 года по октябрь 1943 года курсанты стрелково-пулеметного училища защищали рубежи перевала Аишха и не допустили прорыва немецких захватчиков к берегу моря в районе Сочи. Многие из них погибли. Мемориальная плита в память о подвиге курсантов Сухумского военно-пехотного училища установлена по решению собрания депутатов города Сухум. Аэлита Арутюнян, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Вот уже несколько лет в Абхазии реализуется программа развития сельского хозяйства. За это время успешно запущены десятки проектов Минсельхоза в разных селах страны. В этом году по инициативе главы государства бюджет программы увеличен до 500 миллионов рублей. Глава Минсельхоза Беслан Джопо и вице-премьер республики Вараздат Минасян с инспекцией посетили объекты в Восточной Абхазии. Подробности в репортаже Гугу Цивардания.
Полгода назад семья Шурдулава решила открыть в селе Кындык птицефабрику. Идея была успешно реализована благодаря государственной программе развития сельского хозяйства. И вот теперь кур, выращенных здесь, поставляют на местный рынок. Сейчас на объекте 5000 птиц. Мы работаем, да, каждый день. Мы работаем без остановки. У нас как посадка происходит. После посадки мы выращиваем цыплят, происходит убой. После этого мы все полностью дезинфекцию производим на все птицефабрики. То есть там около 5-7 дней мы никого не запускаем. И после этого обратно начинается посадка и по той же схеме то есть идем. У нас есть свой бренд, это абхазская курочка, мы ее назвали, потому что мы здесь единственные в Абхазии. Птицефабрика, и решили называться абхазская курочка. Так как бизнес успешно продвигается, семья решила запустить еще одну птицефабрику. При финансовой возможности на ней можно содержать до 15 тысяч птиц. Объект требует ремонта. Во второй птицефабрике Беслан Цыпович пообещал, что поможет нам поменять кровлю и построить забор. Им, таким вот предпринимателям, необходимо помочь. Это наша местная продукция. Вот видно их мясо, которое мы, как видели, выращивается в экологических таких вот нормах, и без никаких посторонних примесей. Как раз-таки можно применять для наших детских учреждений, для общественных питаний. Так что мы должны развивать эту отрасль. В Корчагском районе вот уже несколько лет работает цех по переработке ореха фундука. Здесь есть и собственная сырьевая база. Посевы ореха занимают около 100 гектаров земли. Современное оборудование, высокий уровень механизации делают производство качественным. Но в этом году, по словам владельца цеха Саида Инапшба, есть сложности. Очень много людей приходят и приносят плохой орех. Да, за плохой орех мы не можем заплатить, мы скорлупу не продаем, никто его не покупает. Нам нужен орех, чтобы хороший был. И когда хороший, конечно же, стоит хороших денег. Когда плохой, он бывает порой вообще ничего не стоит. И вот сейчас вот мы в этом году вообще столкнулись с такой проблемой, то что вот очень много плохого ореха принесли люди. И вот из-за этого у нас вот сейчас вот есть какие-то свои производственные проблемы, что мы должны, вот этот плохой орех, нужно больше времени, чтобы его переработать, обработать. И мы вот этим занимаемся. Затратной частью является и сам сбор ореха. По словам Саида Инапшба, механизация этого процесса облегчит работу. Кроме того, ощущается и нехватка кадров на объекте. Сегодня здесь работают 12 человек. Мы бы могли бы еще больше, но вообще люди, мало кто хочет работать. Вообще есть такой дефицит рабочей силы. Также по программе развития сельского хозяйства Минсельхоз Республики обеспечил крестьян саженцами цитрусовых деревьев. Всего поступило 60 заявок. Мы сейчас приехали за саженцами. Вот. Сейчас будем забирать. На днях, на этой неделе произведем посадку. Потом мы будем консультироваться с ними. И они нас будут тоже консультировать, приезжать, посмотреть, как мы вот это сделали все. Посадку, все. Ну и контроль тоже будет ежемесячный, потом ежеквартальный, потом годовой. Выясняем, где и в какое вот направлении необходимо помочь нашим крестьянам. Я думаю, что вот такой подход руководства страны именно к сельскому хозяйству, это даст возможность для того, чтобы оно развивалось. Это сегодня одним днем или одним годом прийти в какие-то параметры это невозможно, но если мы не начнем таким образом, вот в виде техники, в виде дотации, то, что предусмотрено в программе, это будет впервые у нас приниматься. Вот я думаю, что в программе это будет принято, в программе будет указано оказывать финансовую помощь, я имею в виду в виде дотации тем, кто уже что-то сделал. Вот таким образом, я думаю, мы, наверное, выйдем на какие-то параметры для развития сельского хозяйства. Консолидация государства, бизнеса и крестьянина. Вот что важно, если вот мы вот это соединим все вместе, у нас получатся хорошие результаты и проведется плодотворная работа. Вот уже несколько лет в Абхазии работает программа развития сельского хозяйства. За это время успешно реализовано десятки проектов Минсельхоза в разных селах страны. В этом году по инициативе главы государства бюджет программы увеличен до 500 миллионов рублей. Гугут Савардания, Налач Кинджери, Аля Самичба, Абхазское телевидение.
Министерство культуры объявляет о проведении открытого международного конкурса на лучший проект памятника народному поэту Абхазии Рушпию Смыр в Новом Афоне. Сроки проведения конкурса с 15 ноября по 15 марта следующего года. В Ткварчале торжественно открыли новую спортивную площадку. Современная многофункциональная площадка для футбола, волейбола и баскетбола стала 11-м объектом, реализованным в рамках проекта Краснодарского края и движения «Россия молодая». В честь открытия спортивной площадки состоялся товарищеский баскетбольный матч между школами района, а также концертная программа. Для нас сегодня действительно очень радостное, знаменательное событие. Мы открываем уже 11-й по счету спортивный комплекс Республики Абхазия. Особенно отрадно, что уже второй спортивный комплекс мы открываем именно на территории города Ткварчал, на территории Дома культуры, в самом центре. Ведь действительно в целом Республика Абхазия и в частности Ткварчальский район подарил этому миру много известных спортсменов, известных деятелей спорта, очень успешных. И мы все прекрасно понимаем, что именно развитие доступного уличного спорта, да, является таким серьезным стимулом, серьезным импульсом для того, чтобы в целом спорт профессиональный потом развивался и становилось все больше и больше профессиональных спортсменов. Эти спортивные комплексы являются частью большой благотворительной программы, которую реализует Российская Федерация. В частности, мы уже предоставили много объектов инфраструктуры для развития инновационного современной системы образования в школах. Также передали и машины скорой помощи. И будем еще много-много, я думаю, совместных проектов реализовывать на благо жителей Республики Абхазия. Потому что для нас Абхазия является действительно по-настоящему братским народом, с которым нас связывает многолетняя, многовековая дружба и тесные узы. Спасибо вам большое. Для нас это большой вклад вы внесли в наш город, для подрастающего поколения, для спортсменов. Ну и, конечно же, мы на этой площадке будем проводить разные виды спорта, мероприятия по баскетболу, по волейболу, по футбол проводить. И для нас это очень отрадно. И спасибо огромное за вклад огромный. В завершении выпуска расскажем о погоде. Во вторник, 11 ноября, в Абхазии преимущественно без осадков, местами возможен туман. Температура воздуха ночью 8-13, днем 18-23 градуса тепла. Температура морской воды плюс 16 градусов. На этом информационный выпуск Амшик Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.